Законопроект об оружии был снят с повестки дня. Спикер парламента Валерий Бганба аргументировал решение тем, что проект необходимо доработать. Рабочая группа еще раз посмотрела закон о резервистах, о том, какие права, какие обязанности есть у резервистов в части оружия. Ну и, к сожалению, данный закон был принят в 2006 году. Вот мы вчера как раз это смотрели, в 2006 году, да, конечно, там есть положение о том, что резервист имеет право хранения в определенных случаях при проведении учений, сборов и так далее, и ношения данного оружия, но не определено какое оружие, не определено, кто должен снабжать резервиста данным боевым оружием. Инициатор законопроекта Беслан Губаз отметил, что он предусматривает правила пользования, приобретения и хранения оружия гражданским населением. Здесь речь не идет о резервистах, пояснил Губаз. Тем не менее, законопроект был отложен до следующего заседания парламента. Данный законопроект, который мы предлагали сегодня об обороте оружия, он о гражданском оружии, о праве граждан приобретать охотничье оружие и так далее, о законности, нормах и регулирующих правилах, механизмах приобретения и так далее. Никакой угрозы. Мало того, по желанию, наших коллег и граждан мы учли возможность приобретения гражданами Абхазии короткоствольного огнестрельного оружия, то бишь пистолетов. Также не были рассмотрены проекты законов о частной охранной деятельности в республике, о судебной власти и о правовом положении иностранных граждан в республике Абхазия. Проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях вызвал дискуссии. Согласно проекту, на протяженности всей автомагистрали будут установлены фото- и видеофиксаторы. Штрафовать нарушителей ПДД сотрудники ГАИ смогут в том числе и при помощи технических средств. Принцип работы прост. Если водитель превысит скорость либо совершит иное нарушение, то камера сделает снимок, и автовладельцу пришлют штрафную квитанцию. Для удобства и экономии времени на пунктах ДПС будут установлены терминалы оплаты штрафов. Представляя законопроект, Роберт Яйлян отметил, что он необходим в связи с участившимися случаями аварий на дорогах страны. По мнению депутата, оснащение трасс видеокамерами станет серьезной мерой, направленной на профилактику нарушений. Сначала делается электронная версия этого нарушения, потом эта электронная версия переводится на бумажный носитель. Через почту или лично сотрудникам ГАИ передается правонарушителю, и лишь по истечению времени, это где-то 2-3, может быть даже больше, это постановление вступает фактически в законную силу. Если же правонарушитель успел за это время оплатить штраф прямо при получении, то вообще не грозит ему не грозит вообще изъятие этого удостоверения. Основная причина ДТП – превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона. В этих случаях камеры смогут установить виновников, считают разработчики законопроекта. Тем не менее, у депутатов возникло много вопросов. В итоге проект закона отправили на доработку. Парламентарии рассмотрели и приняли в окончательном чтении проект закона о физической культуре и спорте. До сих пор в республике не было такого закона. Занимавшийся разработкой проекта депутат Тимур Гули отметил, что в нем были учтены замечания Госкомитета по физкультуре и спорту и людей, внесших весомый вклад в развитие спорта в республике. В окончательном чтении депутаты приняли закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Также был принят закон о государственной пошлине. Законодатели ратифицировали соглашение между правительствами Абхазии и России об оказании медицинской помощи военнослужащим вооруженных сил. Документ определяет порядок оказания медпомощи российским и абхазским военнослужащим, а его реализация позволяет повысить их социальную защищенность. Депутаты обсудили корректировку республиканского бюджета на 2016 год. По словам вице-премьера, министра финансов Дмитрия Серикова, запланированные доходы сокращаются больше, чем на 3 миллиарда рублей. Сериков выделил несколько моментов, которые отразились на изменениях в главном финансовом документе страны. Если касаться республиканского бюджета, то доходы наши в текущем году сокращаются на 3 миллиарда 248 и почти 9 миллиарда рублей. Снижение наших доходов главным образом связано с перераспределением помощи со стороны Российской Федерации, которая перераспределяется по двум составным частям. Первая часть – это перераспределение с текущего года на 2017 год помощи в рамках реализации бюджетных инвестиций в размере почти 2 миллиарда 281 миллиона. Эта сумма, я еще раз хочу сакцентировать на это внимание, эта сумма не сокращается, она никуда не девается, просто она не будет освоена в этом году и переходит на 2017 год.
Вторая составная часть сокращения российской помощи – это сокращение текущего финансирования почти на 222 миллиона. Это сокращение связано не с урезанием никаких расходов. Это были у нас остатки нераспределенные остатки помощи со стороны Российской Федерации. Они направлены были на погашение задолженности, связанной с ситуацией по электроэнергетике, которая была в начале текущего года. Сокращаются также собственные доходы на 746 миллионов рублей. Это в первую очередь связано с сокращением налога на добавленную стоимость, доходов от таможенной пошлины, сниженные объемы предполагаемого экспорта. У депутатов была неоднозначная оценка исполнения бюджета. Парламентарии считают, что аналогичная проблема была и в предыдущие годы, и предлагают правительству страны избегать ошибок, влекущих за собой дефицит государственного бюджета. Ежегодно по 2-3 миллиарда у нас выпадает, мы перекладываем. Почему это происходит, по объективным ли причинам, это уже другой вопрос. Возможно, действительно, по каким-то объективным причинам, но это все время бьет наш бюджет. Несмотря на то, что проект закона вызвал массу вопросов, документ был принят единогласно. В целях повышения роли и значения контрольной палаты и эффективности системы государственного финансового контроля депутаты приняли закон о контрольной палате, согласно которому контрольная палата определена как высший финансовый орган страны. На заседании сессии в первом чтении был принят проект о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и принят законопроект о судебных исполнителях. Кроме того, депутаты решили некоторые кадровые вопросы. На должность заместителя спикера Народного собрания большинством голосов был избран депутат Валерий Кварча, а Ишсоу Какаля утвержден заместителем генпрокурора Абхазии. Депутаты выразили уверенность, что опыт работы и ответственность позволят ему справиться со своими обязанностями. Сима Аргун, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.